Люди, которым откроют все 8 врат рая. Некоторым людям в судный день Всевышний Аллах разрешит войти в рай через любые ворота, которые они пожелают. Мы расскажем вам, кто эти люди, и приведем хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подтверждающие эту высокую награду. Во-первых, это человек, который скажет после омовения мольбу, указанную в следующем хадисе. Передается от Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто из вас совершит как следует омовение, а затем скажет: ашхаду алла иляха илляллах, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулюх», свидетельствуя, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, и свидетельствуя, что Мухаммад его раб и посланник, то для него откроются все 8 врат рая, и он войдет в любую, в какую пожелает. В версии от имама Муслима сказано: кто из вас совершит омовение, а затем скажет: «Ашхаду алла иляха илляллаху вахдаху ла шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх». Хадис передали Муслим, Абу Дауд и Ан-Насаи. Шейх Абдуллах ас-Саад сказал: оба варианта достоверны, и человек может выбрать одну из них. А если он будет чередовать эти мольбы, то будет хорошо. Во-вторых, это человек, который уверует в Аллаха и засвидетельствует об этом. Сообщается, что Убада ибн Самит, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, что Мухаммад его раб и посланник его, что Иса раб Аллаха и сын его рабыни, а также слово его, посланное Марьям, и дух от него, и что рай истинна, и что огонь истинна, того Аллах ведет в рай через любые из 8 его врат, которые он пожелает. Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. В-третьих, это тот человек, который расходовал на пути Аллаха золото и серебро из своего имущества. В хадисе, переданном Аль-Бухари и Муслимом со слова Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто расходовал на пути Аллаха золото и серебро из своего имущества, того позовут через врата рая, а у рая есть врата. Того, кто много совершал намаз, позовут через врата намаза. Того, кто много раздавал милостыню, через врата милостыни. Того, кто участвовал в джихаде, позовут через врата джихада. А того, кто много постился, через врата ар-Райян. Тут Абу Бакр сказал: клянусь Аллахом, те, кого позовут через любые из этих врат, ни в чем не будет нуждаться. Но посланник Аллаха, найдутся ли такие, которых позовут через все эти врата? Он сказал: да, и я надеюсь, что ты один из них. Хафиз ибн Хаджар, да будет доволен им Аллах, сказал: каждого, кто совершал благие деяния, призовут через врата этого деяния, что подтверждается ясным хадисом от Абу Хурайры. Этот хадис указывает на многочисленность людей, соответствующих этим условиям, что все эти деяния относятся к категории желательных. То есть такой высокой награды удостоятся те, кто помимо своих обязательных предписаний, усердны и в желательных благих деяниях и стараются преуспеть во всех его видах. Также в другом хадисе Саса ибн Муавия говорит: я встретил Абу Зарра и сказал ему: расскажи мне хадис. Он сказал: хорошо. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: какой бы мусульманин, раб Аллаха, не расходовал на пути Аллаха из своего имущества по 2 вещи, имеется в виду 2 вещи из каждого вида имущества человека, то его встретят все стражники рая, и каждый будет приглашать его войти через его врата. Я спросил: как это? И он сказал: если у человека есть верблюды, то 2 верблюда, а если есть коровы, то 2 коровы. То есть человек может выплатить из каждого вида имущества, которым он обладает, по 2 пары. Хадис передали Ан-Насаи и Ахмад. В-четвертых, тот, кто поклонялся Аллаху, совершал молитву, выплачивал закят и проявил послушание. Передается от Убада ибн Самита, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто поклонялся Аллаху, не предавая ему в сотоварищи ничего, выстаивал молитву, выплачивал закят, послушался и повиновался, то Всевышний Аллах ведет его в рай через любые врата, которые он пожелает. И у рая есть 8 врат. А тот, кто поклонялся Аллаху, не предавая ему в сотоварищи ничего, выстаивал молитву, выплачивал закят, послушался, но не подчинялся, то Всевышний Аллах сам выберет, как поступить с ним. Если пожелает, смилуется над ним, а если пожелает, накажет его. Хадис передали Ахмад, Ибн Аби Асим и Баззар. В-пятых, тот, у кого умерли 3 детей. Передается от Амбаса ибн Абдус-Суллями, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если у раба Аллаха умрут 3 детей, не достигших совершеннолетия, они встретят его в судный день и введут в рай через любые из 8 его врат, через какие он сам захочет. Хадис передали Ахмад ибн Маджа и другие. Хафиз ибн Хаджар сказал: в
хадисе выделены именно маленькие дети, потому что сострадание к ним сильнее, и к ним относятся с большей любовью и милосердием. Поэтому такое вознаграждение не получат те, кто потеряли совершеннолетних детей, хотя в общем за смерть ребенка предназначена отдельная награда. В-шестых, тот, кто поклонялся одному Аллаху, не пролил запретной крови. Передается от Ухба ибн Амина аль-Джухани, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто встретит Аллаха, не предав ему сотоварищей никого и не пролив запретной крови, тот войдет в рай через любые ворота, которые пожелает». Хадис передали Ахмад ибн Маджа и другие. В-седьмых, женщина, которая совершает 5 молитв, постится в Рамадане и слушается мужа. Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если женщина совершает 5 молитв, постится в Рамадане, хранит целомудрие и слушается своего мужа, то ей будет сказано: войди в рай через те врата, которые пожелаешь». Хадис передали Ибн Хиббан и Ат-Табарани. В-восьмых, тот, кто совершает 5 молитв, постится в Рамадан, выплачивает закят и избегает 7 страшных грехов. Передается от Сухайба, что он слышал от Абу Хурайры и Абу Са'да, да будет доволен ими Аллах, как они сказали: «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выступил с проповедью и сказал: клянусь тем, в чьей длани моя душа», и повторил это 3 раза. Затем он опустил голову, и каждый из нас опустил голову и стал плакать, поскольку не знал, о чем клялся пророк. Затем он поднял голову с радостным выражением лица, что было для нас любимее красных верблюдов, и он сказал: «Если раб Аллаха совершает 5 молитв, постится в месяц Рамадан, выплачивает обязательный закат, избегает 7 великих грехов, то ему откроются врата рая, и ему скажут: войди с миром». Хадис передали Ан-Насаи и другие, хадис посчитали достоверным Ибн Хиббан и Ибн Хузейма. Пусть Всевышний Аллах сделает нас из числа тех, кому в судный день скажут: войдите в рай через те врата, которые пожелаете. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду. Почему нельзя печалиться и грустить? Что говорят хадисы об этом? Ищите ответ на shakir.com. Ссылка в описании.